Ассалам алейкум. Здравствуйте. В эфире программа «Глазами любопытного туриста». Я приехал из Ростова, и мне интересно все, чем сегодня живет Чеченская Республика. Бывают шедевры живописи, кино, литературы, а есть шедевры архитектуры. В современном Грозном их немало, и этот выпуск программы посвящен одному из них – храму науки и знаний, Национальной библиотеки Чеченской Республики. Открыто в марте этого года. Фасад имеет форму раскрытой книги, словно зазывая читателя: «Приходи и читай». Общая площадь библиотеки составляет почти 13,5 тысяч квадратных метров. Для сравнения, размер футбольного поля не более 8 тысяч квадратных метров. Вот хотите верьте, хотите нет, но честно скажу, давно хотел побывать в библиотеке, но все как-то не досуг. А сегодня, что называется, совмещу приятное с полезным: и работа, и заодно запишусь и возьму пару книг. Ну что, снаружи здание, конечно, очень красиво. Посмотрим, как оно внутри. Красота. Слов нет, одни эмоции положительные. Бывал я в разных библиотеках, но в таком храме науки еще не доводилось побывать. Дедик Хилл, здравствуйте. Вот пришли посмотреть на вашу замечательную библиотеку и заодно записаться. Можно? По удостоверению можно? Пожалуйста. Записаться в библиотеку может любой человек от 14 лет, и неважно из какого региона России. Несколько минут оформления читательского билета, и у Национальной библиотеки Чеченской Республики появился новый читатель из Ростова. Я вас поздравляю, вы наш постоянный читатель сегодняшнего дня. Большое вам спасибо. Вся процедура оформления моего в библиотеку заняла не более 5 минут, и мне выдали вот такой билет читателя под номером 2998. Обязательно сохраню как память. Дальше по коридору, и храм знаний предстает настоящим дворцом. Светлое, просторное фойе, по периметру живые цветы, чем-то напоминает Донскую публичную библиотеку в Ростове. Пахнет книгами и тишина, даже хочется говорить шепотом. Посередине такой постамент, тоже в виде развернутой книги. Здесь стихи. Другая жизнь, страна мировоззрения, другие отношения, дела, другие люди, другое поколение, Чечня другая, лучше, чем была. А на другой странице этой книги одно из моих любимых стихотворений Лермонтова. «Хотя я судьбой на заре моих дней, о южные горы, отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ». От себя добавлю: воистину. Библиотека состоит из 3 функциональных блоков, объединенных в один комплекс, 8 этажей. На каждом абонентские и читальные залы. Художественная, производственная, научная, профессиональная, словом, любая литература. Здравствуйте, я ваш новый читатель. Вот мой билет. Можно выбрать книгу? Да, сами будете смотреть. А как можно? Вы можете подсказать, да? Если вы что-то хотите конкретно. Ну, хотел бы из фантастики, наверное, братьев Стругацких, и что-нибудь из мировой классики. Сколько можно брать книг? 5 книг можно. 5 книг. Ну, мне будет для начала 2 достаточно, я думаю. Ну, фантастика у нас есть. Роза Гациева работает библиотекарем всю трудовую жизнь, целиком предана своему делу. Сразу видно, настоящий профессионал. Вот кроме этого отдела абонемент, еще есть на 5-м этаже отдел национально-краеведческой литературы. На 6-м этаже у нас отдел производственной литературы, там техническая и сельскохозяйственная литература. И на 7-м этаже отдел иностранной литературы и отдел искусства. На 3-м этаже у нас читальный зал, там есть условия посидеть, заниматься. Вот. Но в основном литература здесь у нас выдается больше читателей, в наш отдел приходят. Сейчас мы занимаемся расстановкой литературы, вот, печатаем разделители книжные, чтобы читателям было удобно выбирать. Каждую неделю у нас поступает очень много книг. Читатели вроде бы довольны, уходят.
В библиотеке всегда есть посетители, особенно в выходные. Мы снимали в рабочий день и все равно увидели немало читателей. Хадижа, как и я, в Национальную библиотеку пришла в первый раз. Да, я сегодня первый раз. У меня очень много впечатлений. Мне очень понравилось. Мне сказали, что на 8 этаже есть библиотека медицинская. Вот, хожу по этажам. Никак не могу налюбоваться всякими разными авторами. Тут очень много художественной литературы, как зарубежной, так и нашей. Вспоминаю свои школьные годы, свои прочитанные книги, тоже смотрю. Много чего. И воспоминаний, и как бы времени тоже в обрез все перечитывать. Ну, вплыв эмоций идет. А так у нас очень такая красивая прям библиотека и оставляет глубоко, прям теплые чувства, можно сказать, и впечатляет. Работают в библиотеке в основном женщины. Работают, что называется, не ради чинов и наград. Зарплата у библиотекаря как была в советские времена, так и сейчас небольшая. Однако профессией своей здесь гордятся, а о новой библиотеке могут рассказывать часами. Общий фонд нашей библиотеки составляет около 70 тысяч книг. Конечно, наш фонд будет еще пополняться. Вот. Вообще вместимость нашей библиотеки, она позволяет вместить 1,5 до 1,5 миллиона экземпляров. Я думаю, что в 2014 году у нас как раз-таки вот будет такая возможность любому читателю зайти и поработать вот в электронной библиотеке. С момента открытия Национальная библиотека стала еще одним культурным центром Грозного, где постоянно проходят литературные конференции, творческие вечера. Как раз в день наших съемок здесь проходил музыкально-поэтический концерт, посвященный Дню чеченской женщины, который отмечается в республике в 3-е воскресенье сентября. Кстати, среди гостей праздника я увидел знакомое лицо. С известным чеченским писателем и поэтом Мусой Ахматовым лично не знаком, знал его по книгам. Не удержался, чтобы не задать литератору единственный вопрос: есть ли, на его взгляд, будущее у библиотек? Останется также востребована книга или ее заменит компьютер? Я думаю, что не напрасно сейчас в мире говорят, что книга умирает, потому что многие читают электронные версии книг, все переключились на интернет. Я думаю, это то же самое, когда возникло кино, говорили, что театр умрет. Или когда телевидение возникло, говорили, что кино умирает. То же самое и с интернетом, и с книгой. По-моему, книга останется всегда, пока эта мода на интернет пройдет, и люди возвратятся к книге. И поэтому я думаю, что это не напрасно. И знак того, что книга не исчезнет с земли, для меня, вот философский знак, это то, что все откровения Бога записаны на книгу. Вот это символ, что книга всегда сохранится. А то, что в Грозном наш глава республики обращает внимание в первую очередь на культуру, это очень хорошо, потому что культура – это основа нации, его основа традиций. И в том числе литература – это основа всей культуры. И театра, и музыкальной культуры. У нас в Старом Грозном была библиотека имени Чехова, большая библиотека, несколько миллионов книг было. Там работал вот этот же коллектив, который сейчас работает в этой новой национальной библиотеке. Они никогда не предавали свою профессию, остались верными профессии, несмотря на тяжелые годы, когда отсутствовала зарплата, и всегда у них была она мизерная. И они энтузиасты, подвижники своего дела, во главе с кандидатом исторических наук Эдельбеком Хасмагомадовым. Они вновь создают фонды этой библиотеки, проводят разные мероприятия, творческие встречи, вечера, уже с первых дней открытия. Это показатель, что этот труд не напрасен, что библиотека будет наполняться постоянно духовным содержанием.
Муса подтвердил и мои собственные предположения. Книга будет жить. Электроника никогда не заменит живого общения читателя с автором. То же касается и библиотек. Кстати, когда библиотека только открывалась, глава республики Рамзан Кадыров сказал: «Национальная библиотека должна стать гордостью республики». Нет сомнения, что эти слова уже можно говорить в настоящем времени. В Национальной библиотеке меня заверили, что коллекция книг в ней пополняется буквально с каждым месяцем. Вообще я отметил, что в Чеченской Республике очень трепетно относятся к знаниям, просвещению, ибо, как говорил пророк Мухаммед, мир ему, за знаниями не ленитесь идти даже в Китай, ибо приобретение знаний есть важнейшая обязанность для каждого мусульманина. Ну а здесь и идти далеко не нужно. Библиотека в центре города. На этом все. Увидимся в следующем выпуске программы «Глазами любопытного туриста». Ади Кюэл. До свидания.